краю Ейска. На мысе, на хвостике находимся. Доброе ейское утро. Готовимся на пляж. Купили вчера сезонную дыньку. Отрежу ее на кусочки. Укладываю в контейнер. Будет чем перекусить. Так, мы тут остановились. Сейчас зайдем в магазинчик. Купим 5 литров водички с собой, потому что решили ехать из Ейска на какой-нибудь другой пляж. Ну, посмотреть. Подальше. Да, который подальше. Какой-нибудь там станицы, деревни. Не знаю. Армия России. Покупаешь вещи, и они потом, деньги передаются туда, армии. Вот. Военторг называется. Пятерочки здесь. Едем в сторону Воронцовки. Справа все подсолнухи красивые, а слева виноградники. А дальше какие-то, наверное, это молодые, а там такие уже, наверное, несколько. А нет, это уже деревья. Там, скорее всего, какие-нибудь персики растут. Кстати, в Воронцовке я была в 95-м году и еще ранее, когда раньше училась в школе, маме путевки на работе выдавали в пионерский лагерь. Я до сих пор помню речевку. Пионерский лагерь в Воронцовке есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Ну и там далее. Здесь мы едем, подсолнухи, они уже без желтых цветочков, уже вот просто идут наливные шапки. Там же вот самолетик. Тут поля уже убраны. Наверное, будут сейчас еще сажать вторую партию. Так, тут у нас урожай арбузиков. Рыночек. Же арбузики снимают, продают. Да, опять подсолнухи. И цветочков. Тут все поля вот идут. Мы приезжаем в лавандовые поля. Так, музыку убираем. Так, только она как-то не кучками растет, а просто вот их высадили и сплошным ковром. Лавандочка эта. Вова был в 2000-м. 2000-м. В Должанской. Я здесь никогда не была. И что? Какой у тебя пляж? Высокий, низкий? Какая тут? Не, какой тут нету, как обычный низкий пляж. А, низкий, да? Как ейский, да? Не как в морской мы приехали. Потому что в Воронцовке как в морской. Такой же обрыв. Должанская. Должанская. Сейчас посмотрим, что тут из себя представляет Должанская. Там вот направо если ехать, там опять залив. А мы сейчас поедем в левую часть по плану. Мы, кстати, хотели в Должанской снять жилье. Нам уже накидали фотографии. Ну, как фотографии. Совдеп. Совдеп, да. И этот совдеп стоит 3500. Вот. И они говорят, предоплату вносите. Я думаю, какая предоплата? Не-не-не. Вот. А потом, я написала, говорю, мы остановились в Ейске, мы к вам не приедем. И нам начали сразу писать, как в Ейске? В Ейске не купаются, у нас все купаются только в Должанской. Потому что в Ейске мелко, там 3 километра идешь и моря нету. Все к нам едут. Я уже отвечать ничего не стала. Сейчас сами все посмотрим и увидим. А в Ейске говорят, что в Должанске не купаются. У нас все купаются. А в Ейске, да, мы тоже в жилье зашли, в одно посмотрели. Фотографии красивые, все скинуты. И нам открывают ворота.
И мы понимаем, что за воротами начинается цыганский табор. Просто там дяди Вася, дяди Пети ходят, все тут же ходят, какие-то просто маленькие проходики. И из этих проходиков лабиринты ты заходишь в какие-то комнаты, где куда. И, ну, комната красивая, да. Но нет, мы сразу отказались, ну, вежливо сказали, что спасибо, нет, мы поедем дальше. А нам сразу говорят, а вы не найдете жилье? Жилья нигде нету. Мы такие, да нет, у нас есть еще Всё предложение. Да, все забито. Мы говорим, да нет, у нас еще есть варианты посмотреть. Вот, и мы уже сняли квартиру двухкомнатную. Ой, нисколько не жалеем, квартира хорошая. Правда, сегодня под утро мы встали по 3 российских гимна. Под марш и строй. Весело. Проехали мы полностью Должанское, там Южный берег, Казачий берег, какой-то еще берег. И мы приехали, ну, можно сказать, тут уже все, никаких названий нету. Может быть, даже как Дикий, может быть, пляж, не знаю, называется. Ну, уж, конечно, вдалеке так вот стоят. Посмотрим, что. Сейчас возьмем. Нет, это большой вытираться. А маленький есть какой-нибудь мелкий? Только вот это мы взяли. Ладно, тогда достану я. Вова хочет прикрыть Нет, сейчас делаю. навигатор. Пока держи. У нас навигатор на солнце Фиат. А сколько? Было в Феодосии 6 лет назад. А, 6 лет назад? Короче, у нас навигатор перегорел на Смотрите солнце. сумочку, большая сумочка. Еще тут есть маленький Крым. кармашек. И в этом кармане есть О, у меня что есть? О. Ну, видишь, салфеточки, много остаток песка, не знаю вообще. Ну, конечно, Крым. Вот. Что-то его там нету на стенке. Во всем обязательном порядке. Панамки. А ты что несешь? Зонтик берем. Папе выдала панамку. Вот идем через такое поле. Кстати, видно, что на тракторе, да, все расчищено. На тракторе? Места много. Что видишь? В рыжих, может быть, нас спросить. Ты же хотели взять сразу зонтик вот этот. А, вон, наверное, сейчас нам откроет. Три 300 рублей. Как у нас парковка? У них все 300 рублей. Машины запарковать 300 рублей. На Зонтик всё в аренду 300 рублей. Нет, я не хочу на пластмасске на этих лежать. Мне кажется, вот тут самое здоровское. Трубочки со сгущенкой, чурчхела. Не желаете? Кукуруза в какую цену? Ага. Мы покупать пока не будем. Вот нам зонтик открыли. Сейчас покажу тень, какую площадь занимает. Ну, почти вот как наш лежанка. Аня с Вовой пошли переодеваться туда. Его мама переоделась. Мы так размазались, намазались кремчиком. Сейчас попробуем водичку, потрогаем. Слушай, ну медузы не валяются. Чем вчера. Но вчера мы еще под вечер были, да, вчера было очень горячее. А так такое же вот мутное. Вова, там ты стоишь? Ты стоишь? А, это там глубина такая. Все понятненько. Только
интересно. В небе сделана разметка. А все, самолет пропал. Да, вот он тут. Главное, немножечко, да, такое расстояние наметил. Раз, и все, и исчез. Дальше вообще следа нет никакого. Интересно, да? Никогда такого не видали. А звук остался. Да, и все, и там нету. Вот столько у нас тут народу. Бегаем периодически в море. Остываем. Еще одна. Мам, где мы? В Должанской. Джи-джи, запомни, джи-джи. Вот прелести. С этой стороны, мам, с этой стороны. Сейчас. Перо, краб и ракушка. Это сюрприз папе. Нет, с этой стороны. А у нас Аполлон выходит с Татухи сделал. дна Путинистого. Все, бери. Одевайтесь. Не, Коча. Что мыть? Да что ты мыть, ты их пошел. Посмотри, вымывает. Вот смотри, папа и тапок. У него одна клешня открыта, другая закрыта, но она не... Смотри, опять пошел мыть. А нет. И оп. А помыть? Но она не Я купил закрывается. кумги, помнишь? Что это такое? Что делаем? Секретная операция называется «Сломайский мозг». Так у тебя там ракушек насыпало через две дырки. Ну и то, вон у тебя сколько там. Ой, ну. Ты их помой. Помой на бережку. Помойка. И на бережку оденешь. Ой, да, пошел. Мойщик. Возьмешь телефончик, а мы будем купаться. Хорошо? Так, купаться идем, нет? Да. Камни там есть. Он все борется со своими тапками. Все их моет, Все, вымывает. до свидос. Все, готов? Давай. Ну давай. Последняя кукурузина осталась. Вот он и начинал с утра. Я говорю, мы попозже возьмем. Вот это попозже настало. Она не доросла. Самое последнее. Время 2 часа. Народ у нас поуходил. Совсем пустынно стало. Все свободно. Тряпочки, зонтики он всякие понавесили. Кто-то на обед ушел. Сейчас море покажу. Медуз так и нету, вот чистое море. Кто там говорил, что на Азовском море одни медузы? Нет. Сейчас мы даже пройдемся. Давай тапочки туда ставлю свои. Есть вот это. Ну, это мы уже показывали. Скелетик крабика. Ну, я покажу пляж. Море что чистое. Так еще один второй. Вот. Так всю полосу можно идти. То есть никакие медузы ничего не валяются, не выкидывают. То есть медуз нету. Но море мутное. Ну вот оно. Там море мутное. Нет. Как вот сделать? Так и понятно. Вот так вот.
это семейное. Теперь называется серия «Аня и тапки». Так, так. Да чистая у тебя уже нога. А, все, грязно. Все чисто. Она купает тапок. Вот надо, как у меня. Сланцы. И сейчас большие волны. Все, выходим. Где твой краб? Вот. Сейчас фотосессию крабу будем устраивать. Папа там в одиночестве. Давайте мы с собой заберем в отель, в номер, в квартиру и напугаем эту, ну, Хозяйку? да. А что, думаешь, трусливая? Такой звук у истребителя. Сильно. Сейчас, наверное, опять пойдет, Растюш, на разворот идет. Вон так наклоняет. Сейчас звук идет. Время 16 часов. Мы собираем свой лагерь. Зонтик наш не понадобился, потому что мы под своим. Ну, не под своим, то есть. Так вот сидели. У нас там начинался, вот за день у нас вот сюда ушел. Опа! Ой. Истребитель летает. Такой звук у него. О, Мальвиночка. Вверх летит. Вверх летит. Как вверх летит? А, ничего себе, он пилотаж же творит. О, с ума сойти. О, падает вниз, вниз падает. Вообще вниз просто идет. С ума сойти. Все выравнивается. Обалдеть! Видел? Мертвую бочку, я не знаю, что она сделала, но это было. Это... Он вот так петлю пролетел. Да, обалдеть. Ну, рев, конечно, от него такой страшный, да? Да, и причем звук тут, а он летит там. Чё? Опять летит, что ли? Это тренировка? Ну, конечно, тренировка, да, обалдеть, конечно. Мы, конечно, в шоке. Такого мы никогда не видели. Это бесплатное шоу авиа. Ну, это, конечно, мы его даже не можем никак с поля зрения удержать. Он просто вверх-вниз, аж такой рев А он идет. голубой еще, и небо голубое. Да, и такой это, Ань. Когда он летит вверх, его вообще не видно. Какая-то точка летит, и все. Вживую мы, А когда он конечно, близко, то первый раз звук. такое видим. Это вообще слов нет. Вообще. Так, мы нашли полив. А, вот они, синенькие. Тут и помыться можно сразу. Холодная? Нормально. А ты что-то полотенышко-то не взял с собой? Вон и ножки можно сбоку помыть. Так, пришли мы в столовую по пути с пляжа. Обед, он же ужин. Сколько нам он обошелся? 1080 рублей. Всем приятного аппетита. Столовая оказалась так себе. Да. Сейчас мы хотим по Должанской проехать. Вова хочет вспомнить, узнает он те места, где они отдыхали или нет.
ты же адрес даже не помнишь, да, где вы жили? Да нет, конечно. Я так приблизительно местоположение помню, приблизительно. Сейчас съездим, посмотрим. А вот столовая. Наверное, мы до нее не доехали. Вот это, наверное, была столовая. Ну там их в столовых вполне полно здесь. Да, конечно. В 2000 году, когда здесь было, она была одна столовая на весь село. Ага. Это у нас Пионерский переулок. Должанская. Широкое пространство. Все ездят билет. Улица Коллективная. Да, что-то тут хотя бы асфальт сделали. Такая улица деревьевая, да? Одни деревья. Деревья. Ну, они, наверное, деревья-то и высадили, они как раз от пыли закрывают. Хотя, как будто такие деревья вишнинки. Как их мыть только. Дождичка. Сильно-то, как тут ягоды плодовые кушать. Тут вот асфальтированные, а тут вот не асфальтированные. Да, смотри, какие деревья. Сиреньки или что это? Должанская. До конца маршрута осталось 200 метров. По какому маршруту? Ты адрес что-то забивал, что ли? Я там поставил точку. А, Может здесь. улица Садовая. Вот тут? Вот похоже, да. Может быть точно, наверное, здесь. В этом домике снимали? Кстати, вот, наверное, вот в этом домике мы жили. А, в желтеньком? Вот здесь, да. Садовая Да-да-да. 4. Или здесь. Садовая Или вот 6. в этом. Или вот в этом. По-моему, вот эта улица была, да. Точно. И вы шли через поле на Туда мы море. ходили. Да, там вот где-то поле, за полем уже море. А там пески-то широкие, нет? Ну, то же самое, что и здесь, в принципе. Потому что по карте не нарисованы пески, как будто нету там песков. Да, вот, по-моему, это улица, да. Вот тут в диких условиях мы жили. Но они, в принципе, такие же, мне кажется, дикие остались. Я бы сейчас так уже не останавливался. Я вот дико сижу. Ну, не хочется мне О, здесь жить. какие красивые. Мальвочки-то такие высокие. Вау. Да, вот в этой В школе. самой школе? Да, мы в этой школе жили. Вот эти всякие кустарнички были. Прям в классах, да? Да, в классах жили. Вся эта тупиковая дорога. Да? Так, разворачиваемся. Ага, разворачиваемся тупиковая это, да. зона. В этой школе или она изменилась? Да, в этой. Она изменилась. В этой школе. Тут вот
отряды выстраивались. Вот Вот здесь это, прям? да, вот этого не было То есть тут площадки было этой. Поле, Поле, да, и мы по этому полю голому шли в сторону моря. Сейчас вот там поедем на море. Я не помню. Мне показались большие шары, раньше были шишками, а сейчас какие-то не маленькие. Да, направо. Вот туда мы шли, я помню. Вот туда мы шли, через поле. А Не что там? туда, а туда, на море. Туда мы ходили. На море. Тебе нравится вот здесь? Так, да, конечно, мне очень нравилось. Ты что? Тем более, видишь, ты же была с подружкой, считай, да? Да, с подружками. Веселуха. Нас же бесконечно развлекали. Лет 16. Где-то, да, тут припарковаться. В этом парке у нас соревнования всегда были. Куда пойдем? Ну, можно туда проехать, мы там были. Я могу здесь стать. Ну, можно тут встать. Просто мы там и не спустимся. Ну, пошли. Ну давай там Потому прекратим. что, чтобы, да, спуститься к морю, надо туда было нам идти. В этом парке мы спортом занимались. Круги бегали, поджимались, потягивали. У нас же как бы типа спортивный лагерь был, считался. Вот тут мы. Господи, кто-то палатку установил. Даже несколько. Дикарь. Да. Куда пойдем? Или еще дальше? Надо, наверное, еще дальше. Ну давай выйдем, посмотрим хоть что-то. Мы тут загорали под этими деревьями. Я помню. Под этими деревьями мы загорали. Вот здесь наша площадка была. Вот тут мы лежали. Вот тут. Точно. Вот тут деревья заканчивались, мы на этой площадочке лежали. Да, ничего не изменилось за столько лет. Песни пели тут. Всякие разные, лагерные. Да, вот они, дорожки. Так, ну что, тут обрыв, тут обрыв. Боже. Вот здесь вот мы выстраивались, тут много отрядов, и по очереди отряда. А там идти, и не знаю, вот далеко можно идти, и нам все по колено, да. Тут были медузы? Нет. Да, черная, коричневая. Ну пойдем так и спустимся там. 26 лет ничего не изменилось, парк вообще такой же остался, но появились новые дома. Вот этих домов вообще не было. Вообще не было домов. Да, тут было поле, и вот по этой дороге она тоже была вся в песке. Тут не было тут такой травы огромной, тут все было в песках. И мы спускались вот по этой дорожке к морю. Слушай, а тут обрыв, тут уже и дорожки нету. Сейчас, подожди. Подожди. А, тут плиты и штормом все, смотрите. Все побило. Раньше и плит не было, был просто песок. О! Не по ней? Может по ней? Может по этой? Скорее всего по этой дорожке. Мы спускались. Просто я говорю, за 26 лет, видишь, понастроили дома новые. А так ничего и не изменилось. Шин точно не было раньше. Так, они не валялись. Вот вам не медуза, а шины. Ага. Ну, кстати, медуза шины. Слушай, а мне казалось, берег намного
выше, какой-то он мелкий. Такой свалился и поэтому Выше стал. намного. Вот выше, дальше. Может, тут? Может, мы там были? Да, вот тут выше намного. Хотя мы не в ту сторону ходили. Нет, мы туда точно не ходили. У нас был вот тут вот. Ну, почему-то он был... Нет, далеко мы же пешком ходили. Так, мама, обвалы всякие. О, сколько. Нет, мы были тут, но для меня в детстве он был намного выше. Какой-то для меня сейчас маленький. Кто, берег или высота? Высота. Так, может, свалилась. Или притопталась. И вот тут травы не было, тут все было в песках. А, вот это, может быть, нас было. И тут было все в песках. И вот тут мы все и купались в лагере. Вот тут вот, наверное. А сейчас все в траве. Вот тут вот все в таких ракушках. И вот мы раньше собирали здесь на бусы такие крутилочки с дырочками. И мы из лагеря привезли очень много. И у нас было бус, наверное, ну, не знаю, 5 бус точно мы с Катей наделали. Самоварчики такие. Не знаю, найдем с Аней что-нибудь? Нет. Так хочется найти. Сейчас посмотрим море. А здесь тоже медузки, смотрите, как и на морском. Лежат. А крученые ракушки мы так и не нашли. Ни одной. Вот этот парк. Мы с девчонками, с Писаревой Надей, с Хмелевской Юлей добегали вот до этой остановки, пока все там ложились спать. А мы садились и ехали в город Ейск на автобусах рейсовых. И там шли на рынок, покупали всякие шмотки. Я даже магнитофон купила в то время. Вот, а потом опять садились на автобус, сюда приезжали. Там мы были маленькие. Это ж надо было сбежать с лагеря, узнать, на каком маршруте доехать до Ейска, в Ейске найти рынок, там все закупить и вернуться обратно незаметными. Сумасшедшие девки были. Зашли в магазин местный. Будем мороженое покупать. Да? Такая же, как раньше? Да, такая же, как раньше была. Мы вот вышли из магазина, решили прогуляться по улочке и уже нашли сливы, вон, висят. Смотри, они уже валяются. Они Валяются. еще Это чьи-то, не надо. Что? Мультикора нет дома. Почему? Опять сливы. Вон они висят. Есть такие огромные. Синие. Я- Вон, Яблоки. Аня, вон сливы, смотри. Яблоки. Вон сливы. Тут все растет. А где яблоки? Вон, или это не яблоки. Это не яблоки, это каштаны, наверное. Ну, такие, смотри, листья огромные. Я так думаю, это что-то каштаны. Каштан? Угу. Да. А, ну да, чуть не яблоко. Что она себе представляет? Ну не груша же это. У нас утро началось с ливня, гром и молния. Не знаю, насколько это затянется. Так, время 11:30, дождик закончился. Пошли на улицу.